Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і яе прамовы. Як звычайна, нас можна слухаць і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube і ў Твіттере. Кандыдаты прэзідэнты пачалі ладзіць сустрэчы з выбаршчыкамі і апублічваць свае выбарчыя праграмы. Кандыдат у прэзідэнты Александр Лукашенко хоць і адмовіўся ад часткі сваіх выступаў у СМІ у межах выбарчай кампаніі і тэледэбатаў, але не адмовіўся ад сустрэч з выбаршчыкамі. Што праўда, на гэтыя сустрэчы пераважна ён ездзіць не сам, а на іх ездзяць яго давераныя асобы. Ці будзе кандыдат у прэзідэнты Александр Лукашенко альбо яго давераныя асобы ладзіць мітынгі, пікеты у месцах, вызначаных менавіта для гэтых мэтаў мясцовымі ўладамі, і ці вядомы ўжо змест перадвыбарчай праграмы Александра Лукашенко, мы сёння і распытаем у яго даверанай асобы. Такім чынам, у нас у гасцях давераная асоба кандыдата ў прэзідэнты Александра Лукашенко, лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Олег Гайдукевич. Добрый день, спадар Олег. Добрый день. Спадар Олег, давайте пачнем вось з самага такога пачатку. Нягледзячы на тое, што папярэднік ваш, лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевич, яго пастаянна абвінавачвалі ў тым, што ён на ўсіх прэзідэнцкіх выбарах быў спойлерам Александра Лукашенко. Ну, нават ён не даходзіў да таго, каб стаць даверанай асобай Александра Рыгоровича. Чаму? Што падштурхнула вас да такого кроку? Ну, смотрите, во-первых, мы сразу неправильно тут расставляем акценты. Я как был лидер партии, так и остался. Я как имею свою программу, идеологию, так и остался. И когда я снимался выбором, у нас с вами был эфир, где я подробно рассказал, почему. Кстати, прошло несколько недель, и каждое мое слово сбылось. Никакой битвы программ, никакой битвы идеологии, никаких споров о будущем страны на сегодняшний день не было, нет и не будет уже. Нам предлагают два варианта только. Это либо мы валим власть, значит, либо не валим. Все. Больше никаких вариантов на этих выборах не предложено. То есть любой ценой свалим власть, а там разберемся, почему-то станет лучше. Уже заговорили о том, что мы должны добиваться повторных выборов. То есть уже должны быть вторые президентские выборы после этих. Но я сразу хочу обратиться к тем, кто об этом говорит, и сказать, что если даже представить самый кошмарный сценарий для страны, а это кошмарный сценарий, и вторые какие-то там президентские выборы, то кто вам сказал, что вы их выиграете? Их выиграю я. Я сделаю все, чтобы выиграть эти президентские выборы, повторные, о которых вы там говорите. Но мы этого сценария не допустим, его не будет. Значит, второй момент. Значит, что касается моего сейчас появления в качестве доверенного лица. Я необычное доверенное лицо. То есть многие вопросы вам надо задавать, наверное, руководителю инициативной группы. Я доверенное лицо, которое подтверждает факт того, что Беларуси нужна консолидация и диалог. И когда я стал доверенным лицом, я сразу сделал заявление о том, что, идя доверенным лицом, основную вообще задачу свою вижу сейчас. Это возможность общаться с людьми, рассказать им правду о выборах, о тех сценариях, которые нам готовят. Первое. И второе. Меня больше сейчас беспокоит, что после 9 августа, что мы будем делать, как мы будем консолидировать страну, ведь страна стоит перед огромным количеством вызовов и в политике, и в экономике, и в геополитике. И самое важное ее сейчас сохранить, не сделать хуже, а дальше реформировать и двигаться вперед. Более того, я скажу, если бы власть нас слышала в 2015 году, после президентской кампании, и мы после 2015 года сделали выборы по пропорционально-мажоритарной системе, провели тогда политическую реформу, таких бы выборов, вот таких вот, сейчас бы не было. Не было бы никаких бабарик, не было никаких цепкал, не было никаких бы попыток силовых сценариев. Это мое мнение уже, как лидера партии. И в 2015 году, после президентской кампании, где участвовала либерально-демократическая партия, надо это было делать. Поэтому то, что я доверенное лицо, не означает, что у меня не будет своей точки зрения, или я уйду с политической борьбы. 9 августа она только начинается, после 9 августа. Все только начинается. Я читаю все комментарии, аналитики, и в чем согласен, что ничего 9 августа не закончится. Ничего 9 августа не закончится. Все только будет начинаться. Но на чьих условиях и как? Никогда мы не должны допустить силового сценария, ни в коем случае, никаких площадей, митингов. Что меня злит? Каждый кандидат в президенты должен был выйти и сказать: только не площадь, только не улица,
только не силовое противостояние. Тогда он патриот страны. Все, кто говорят улица, площадь, это люди, которые ничего хорошего в стране не желают. Сейчас я расскажу почему. А кто-то хитрый, большинство, я на площадь не зову. Но если люди придут, я присоединюсь. Ты трус. Значит, это первое. Второе, это призыв на площадь. Это призыв и есть на площадь. И третье, про улицу. Господа, одумайтесь. Если вам можно делать улицу, кто сказал, что через год не сделаем ее мы? Каждая страна, которая прошла улицу, повторяет это по кругу. И не надо этот лозунг. Главное сменить президента. Лозунг должен быть сделать жизнь Беларуси лучше. Лучше сделать жизнь, потому что смена президента лучше жизнь не делает. Украина каждый год меняет президента. Каждые там несколько лет все меняется. А живут все хуже и хуже с каждым годом. Поэтому вообще на помойку этот лозунг выбросить. Что касается, кстати, вы неправильно сказали. Президент очень активно ездит по стране. Не было области, где он не был. Завтра, кстати, насколько я знаю, он в Гомельской области. И встречается с огромным количеством людей. И еще один момент. Я всю неделю был в Гомельской области. Вот ездил по агрогородкам, по деревням. И я хочу к политикам обратиться. Ребята, вы живете в Фейсбуке. За пределами кольцевой дороги вас никто не знает, пофамильно даже. Когда приезжаешь в агрогородок, люди живут вообще другой жизнью. Какие там фамилии ваши неизвестны. А вы собираетесь рассказывать сказки о каких-то рейтингах. И второй момент. Значит, подтверждение того, что я доверенное лицо, вот что это еще о чем говорит? Вот эти ваши сказочные рейтинги. 3% у президента, 4, 5. Было бы у президента 3%, я бы пошел на выборы и выиграл. У вас у всех до одного. У всех, кто сейчас есть на президентской кампании. Нету такого рейтинга, это сказки. И у меня был выбор на этой президентской кампании. Повторюсь. Первое, идти и выиграть. А у меня не хватает рейтинга, хотя рейтинг выше, чем у всех вас, участвующих в выборах остальных альтернативщиков. Присоединиться с карточкой кандидатской, ходить, рассказывать о своей программе, как некоторые ходят. Они не нужны, не интересны даже на этих выборах. Он там ходит, его никто не видит, не замечает. Карточка в кармане лежит. Но если Черещин получил кандидатскую карточку, я бы ее получил 3, 4 бы сложил себе в карман и рассказывал сейчас на выборах о своей программе. И третий у меня был путь. Это реально влиять на политику страны, не допустить ее раскола, консолидировать и добиваться того видения политических, экономических реформ, которые отстаивает либерально-демократическая партия. И сейчас, как доверенное лицо, я обязательно предложу президенту в рамках законодательства свои инициативы. Мы сейчас говорим с людьми на встречах и о Конституции, и об изменениях. И инициативу я оппозиции остальной не отдам по Конституции. Мы сами будем Конституцию изменять. Мы будем свои предложения вносить сразу после выборов. И не забывайте, что я депутат парламента. И вся политическая жизнь будет там после выборов. Мы ее с улицы должны убрать. А сейчас я искренне поддерживаю, значит, и стою рядом с президентом именно потому, что считаю, что надо закончить эти выборы 9 августа и начинать реформировать потихонечку, двигаться вперед. Но самое главное, я не допущу улиц. Никаких уличных сценариев. И все политики должны сейчас забыть о своих политических взглядах и сделать все, чтобы улицы в стране не было. И когда я езжу сейчас по регионам, что вы думаете, я выхожу на трибуну и рассказываю, как в стране все хорошо, давайте все голосовать за президента? Я не так говорю. Я рассказываю о том, что может произойти в стране 9 августа. Куда мы можем скатиться, если мы улицу допустим. А вот о чем я говорю. И второй момент. Я собираю все наказы для президента страны. Все, значит, просьбы, проблемы, очень откровенный разговор о табакерках, значит, о дорожном налоге, о том, что его надо в бензин наконец-то включить, что правительство не может 2 года разобраться, что делать с дорожным налогом. И я это все буду в рамках того, что я доверенное лицо президента, доводить без посредников, без чиновников, сам, значит, лично. Вот все, что соберу по регионам, это не консолидация, это не настоящая политика. Это не настоящий диалог власти и разных политических сил. Но при этом я всех предупреждаю, кто-то там радуется, что Гайдукевич, значит, куда-то уйдет. Не уйду, я только пришел. Ребята, после 9 августа все только начинается. И не думайте, что вы что-то сможете сделать без нас. Мы будем управлять. Посмотрите.
Олег Сергеевич, вот вы меня поправили, что Александр Лукашенко ездит все ж таки по рэгіёнах. Да, ён ездзіць по рэгіёнах, гэта сустрэча, але ці гэта у межах вот менавіта перад выбарчай агітацыі гэтыя сустрэчы, ці гэта звычайная праца прэзідэнта, вот, ну, як поездки кіраўніка краіны? Президент, он всегда ездит. Значит, но сейчас, во время избирательной кампании, перед избирательной кампанией, ну, наверное, он ездит активнее. Значит, я не знаю, хотя он всегда ездил. И всегда ездит по стране. Я был на этих нескольких встречах. Значит, в Минске был на встрече с педагогическим активом в стране, сам лично присутствовал, слышал из первых уст. Я вам скажу, что это очень интересно, и кто-то там рассказывает сказки, что президент оторвался от реальности. Это сказки. Значит, он очень тонко анализирует сейчас политическую ситуацию, он очень осведомлен о многих вещах. Значит, и эти встречи для меня, например, интересны. И еще раз говорю, у нас политики уже выборы выиграли в Фейсбуке. Но Facebook и реальная Беларусь – это две разных страны. В Фейсбуке вы и инаугурацию проведите, и Аня платье пусть оденет на инаугурацию Конопатская, и в Фейсбуке выложит фотографию, там это все и останется. Есть реальная Беларусь, а есть Facebook. И это уже сколько раз делалось столько ошибок. В Фейсбуке и победили, и правительство назначили, и инаугурацию провели. Выезжать надо за кольцевые дороги. Значит, и я вот был в агрогородках, я там вообще никого, ни одного оппозиционера не встретил, вот с тех представителей тех штабов, которые там оставили. Вообще ни одного. Один, может, два человека. Причем я, когда езжу, я прошу встречаться, значит, прошу приходить на мои встречи людей с альтернативной точки зрения. Почему? Потому что для меня очень важно не формальные какие-то встречи по регионам, а реальные. И они получаются, есть интерес, и люди приходят. Я да чаго гэта спытаўся, ўсё ж таки, скажем, зараз усе кандыдаты ў прэзідэнты пераважна дзе яны могуць сустрэчы з выбаршчыкамі зладзіць. Гэта вот у Мінску той же самы Бангалор, ці там іншыя месцы вызначаныя Мінгарвыканкамам. Звычайна гэта вот, як это называюць, выгулы сабак па розных мікрараёнах. Ці ў іншых гарадах гэта тое ж самае. Ўсё ж таки, калі паездкі Александра Рыгоровича гэта перадвыбарчыя паездкі, то ён атрымліваецца адміністрацыйным ресурсам, карыстаецца, тому что можа ладзіць на іншым узроўні, а не на Бангалоры, грубо кажучи, проводить. Ну, смотрите, во-первых, президент пока все встречи проводил, это же было, насколько я знаю, еще до агитации, они не были предвыборными, это была встреча, значит, с людьми в рамках того, ну вот завтра будет в Гомеле, вот как вы кажете. Ну это по моей информации, я же не знаю, будет он в Гомеле или не будет. Ну там же не будет встречи на Гомельском Бангалоры. Ну а я провел, и вот я лично за себя должен отвечать. Я доверенное лицо. Я встречаюсь там, где предусмотрено законом, избирательным законодательством. И я вам скажу, что, например, в областях неплохие площадки. Вот я был в Гомельской области по многим регионам, в ДК, собирал полное ДК, и приходили люди очень разных взглядов. Приходили люди, некоторые настроены достаточно критически, мы сидели по 30, по 40 минут разговаривали. Вы же знаете, что я дебатов и диалогов никогда не боялся и не боюсь, и буду разговаривать. Поэтому, но действующий президент, он же президент, он ездит по стране, он встречается, как он не может встречаться? Ему что, не встречаться? Значит, посмотрим, где эти встречи будут проходить, я не знаю. Значит, я не президент страны. Я отвечаю за себя, за партию, которую возглавляю. И еще раз повторюсь, я необычное доверенное лицо. Не то, что там я необычное, я просто человек своих взглядов и лидер партии. Ни одного доверенного лица такого больше нет. И ни от одного из своего пункта программы или там взглядов я не откажусь. И не отказался, из политической борьбы не ушел и не уйду. Я сегодня занимаюсь реальной политикой. И не воспользоваться возможностью быть доверенным лицом президента для того, чтобы собрать наказы людей. Это ж не чиновник приехал к людям. Гайдукевич приехал. Значит, лидер партии. Я прихожу в зал и говорю: люди, к вам приехал не чиновник, депутат и лидер партии. Я свободен. Я никому не подчиняюсь. Я сам по себе. Говорите правду, говорите ваши беды. Я вам обещаю, все будет обобщено и доведено до президента. И я считаю, это очень важная работа, что президент будет знать из первых уст. Во-первых, мы поможем обобщить реальную картину. Во-вторых, я буду обязательно предлагать, как лидер партии, власти, свою программу реформ. Я же сказал, вот в 2015 году мы должны были, это мое мнение, вводить партийные списки после 2015 года. Мы должны относиться к политическому полю, скажу крамольную вещь, Дмитрий, но правдивую. Политическое поле страны – это огород. Если им не заниматься, и государство его не растит, не занимается, не создает условия, растут сорняки. И мы каждые 5 лет будем сорняки почищать, и они опять будут вырастать, если мы не будем сами
выстраивать свое политическое поле. И у нас на выборах мы должны выстроить такую политическую систему с годами, как в Польше. В чем, как в Польше? Я с Польши пример брать не хочу. Но вот мне приводят пример президентских выборов в Польше. Смотрите, как демократично. 2 кандидата, 3% разницы, борьба до последнего. Одно но. Кто бы ни пришел президентом Польши, радикально страну сломать и начать курс заново страны, значит, геополитически, политически уже совсем не сможет никто, потому что политическая система защищена. И мы должны выстроить политическую систему свою так, чтобы кто бы ни стал президентом и не пришел к власти, он не сможет страну поломать и начинать строить страну заново. Иначе мы будем ходить по кругу. Будет хуже Украины. Каждый будет заново приходить, все ломать и строить заново. Поэтому нам это не надо. Я сторонник реформирования, спокойного движения и развития политической системы страны. Я убежден, что это должен делать нынешний президент после выборов. Я убежден, что мы к этому должны прийти. Но сейчас я не могу не стоять там, потому что я вижу попытки решить проблемы страны на улице, попытки расколоть страну и породить ненависть между нами, а это страшно, значит, и попытки разобраться с судьбой страны на улицах и площадях. Вот вчера митинг был на Бангалор. Ну, почему всегда так не делать? Собирайтесь, смотрите. Что, плохо вчера что-то прошло? Я не следил. Выдатно. Вот, до речі, Давайте вот там собираться. Я свою партию выведу на Бангалор. Соберу 5000 тоже. 3000, 2000. Каждый по очереди, политическая партия собирается, высказывает свое мнение. Собираем. Диалог. Значит, только диалог. Я показываю сейчас пример диалога. Да рэчы, вось людзі згодныя з вами пра, можа быць, тое, што вуліца трэба не трэба, у тым сэнсе, што вот пишуць каментары наши слухачы, гледачы. Ну, не пишут же больше, вы там не пишите, вот я обращаюсь к редактору Еврорадио, кто там редактирует, написали мое прошлое интервью, что врага надо знать в лицо. Ну, ребята, мы не враги. Если мы будем друг друга называть врагами из-за разных политических взглядов, кто бы ни пришел к власти, я вас предупреждаю, никогда не будет одной точки зрения. Никто не вступит к вам, чтоб 100%. Так не бывает. Поэтому не называем друг друга врагами. Есть провокаторы и негодяи, они должны отвечать к ответственности. Те, кто прячется за спиной людей, бросает их на улицу, вот это негодяи. Значит, но врагами друг друга называть, когда у нас разные там политические точки зрения, мы не должны, потому что так ничего хорошего не будет. Просто кажуць, выказваюць сваё меркаванне людзі. Сумленныя выбары і ніякай плошчы, ніякай вуліцы не будзе. Да вас пытанне, ўсё ж таки выборы сумленные у нас? Смотрите, я тут сгоден с нашим Бабарико, значит, который всегда говорил о чем? Если ты получаешь абсолютное большинство, он моими словами заговорил. И то, что говорил ЛДП, и в 2001, и в 2006, и в 2010, и в 2015 Лукашенко выиграл выборы. Нравится вам это или не нравится? И на сегодняшний день я убежден, вот сейчас, проехав еще регионы, он выиграет и эти выборы. А если бы он проиграл их, вот если бы кто-то набрал 70-80%, как кто-то там мечтает у себя дома, то никакой фальсификации невозможно. Значит, в этом я согласен. Поэтому только выборы. Значит, поэтому не надо рассказывать сказки. Даже ваши, те, кого вы там слушаете, говорят об этом. Поэтому только выборы. Идти голосовать, идти высказывать свою точку зрения. Никаких улиц. Никаких улиц. Я вам гарантирую и убежден, что если кто-то выигрывает выборы на избирательных участках, он и выигрывает. Лукашенко в 1994 году выиграл выборы, вопреки всем, значит, тоже же говорили, что не было у Кебича административного ресурса. Был. Но если всенародная поддержка, никакой административный ресурс не спасет. Только я вот что вам скажу, друзья. Вы про эти рейтинги, про 3%, про 4%, не мечтайте, съездите в агрогородки. Там люди фамилию не назовут, тех, кто на выборы идет. Может быть, назовут 1-2 человек. Все. Остальных вообще не знают. Кто там даже карточку получил и бегает сейчас по улице с этой кандидатской карточкой, дома сидит. И их даже фамилию не знает. Поэтому только выборы, никаких улиц. Встречаемся на улицах, каждая партия выводит в установленном законном порядке, рассказывает, агитирует. Это нормально, это хорошо. И я выйду. До речі, ви пригадали учорашній пікет на Бангалор, сказали, что вот добро все было зладжено. Я до конца не смотрел, но вот сам факт, что в рамках закона, пожалуйста. Почему да, нет? але скажите мне, калі ласка, вот ваше просто меркаванне, як палітыка і як чалавека, які таксама кажа, што не супраць правесці такі ж мітынг на тым же самым Бангалоре. Да. Як вам гэтая
тая сітуацыя, калі было інтэрнэт быў заглушаны, стаялі глушылкі, і нашы журналісты не маглі перадаваць нічога ў рэдакцыю навіны. Почитайте Матольку. Значит, он вчера опубликовал на эту тему пост, там, где человек, который в этом разбирается, написал, что если с одного места одновременно ведет стрим, сколько там человек, огромное количество людей, сеть ложится. И он написал: не ищите подводных. Это написал не представитель власти. Но Матолька же не представитель власти. Значит, у него достаточно критический взгляд на все вещи. Он про это написал. То есть надо разобраться с этим. Значит, я не вижу в этом каких-то вопросов. Еще раз повторюсь, вот такие митинг, как вчера, пожалуйста, вышли, поговорили. Но чтобы на этом митинге не звучали призывы решать на улице судьбу страны, а это звучало. Вот это мне не нравится. А кто-то сидит дома, пьет чай, один из бывших кандидатов, и говорит: надо как в Индии выходить. Ганди, значит, как Ганди. Вы знаете, про кого я говорю, да? А сам что чай пьешь? Что ты сам чай пьешь? Выходи. Ну, это очень легко. Он на самоизоляции. Так я, слушайте, видите, как просто? Это мне так предлагали с выборов сниматься. Если когда вот мне потом это слово, что я сказал, что я не проститутка, там, почему, Олег Сергеевич, слушайте, знаете, как надо было красиво с выборов сняться? Сказали бы, что у вас коронавирус. И все поняли. А вот знаете, я своих убеждений и взглядов не менял и менять не буду. И все делаю так, как я всегда и говорил, искренне, не отказавшись ни одного своего слова. А у нас некоторые политические партии забыли уже свою идеологию. И самое страшное, Змитер, для меня сейчас, не те, кто имеет свое мнение, а те, кто как в свадьбе Малиновка, сидит с шапкой в шуфлядке и ждет, какую шапку одеть. И чиновники такие есть. И политики у нас половина таких, которые вообще своей позиции не высказывают. Сидят как проститутки по домам и прячутся. И боятся хоть что-то сказать, ожидая, чем все закончится. Я таким не буду. Я сегодня стою рядом с властью против уличного сценария. Имея свое собственное мнение, имея свой взгляд, от которых я никогда не откажусь. И повторюсь, с политической борьбы я не то что не уйду, она у меня только начинается. И на следующий политический цикл я прихожу, не проиграв. За мной только выигрыш. Об этом подумайте, господа аналитики, вы об этом еще не думали, что когда выборы закончатся, вот это сказки про эти проценты спадут, и все увидят реальный рейтинг свой, а некоторые по 0,5% получат на выборы. О какой дальнейшей политической судьбе можно говорить? Значит, мы эти выборы не проиграем, значит, и будем работать дальше. Олег Сергеевич, два пытання вельмі важныя для мяне. Першае, все одно не супакаиваются телеграм-каналы, нават пасля ўчорашняга адказу Эху Москвы спадарыні Эйсмонт про тое, што не дачакаецеся наконт стану здароўя Александра Григоровича. Все ж таки вы давераная особа. Вы маеце інфармацыю, большую, чем усе астатние. Что со здоровьем у кіраўніка Беларуси? Повторю слова Натальи Эйсман. Не дождетесь. У президента прекрасное здоровье. Значит, это первое. И второе, знаете, мне вот это вообще не нравится. Я никогда в жизни, каких бы я взглядов политических не был, никогда не буду говорить про детей кого-либо, здоровье, жену там, и про что-то еще. Про здоровье зачем говорить? Я всем здоровья желаю. И даже если мой оппонент заболеет, я ему помогу всем, чем могу. Вот все, что могу, я сделаю. Это святые вещи. Поэтому президент здоров, он полон сил. И возраст у него для политики, что это за возраст? Трамп сколько стал президентом? 70 лет. Значит, поэтому прекрасный возраст, никаких проблем со здоровьем нет. И я никому не желаю, ни одному кандидату в президенты, ни одному политику в стране плохого здоровья. Я всем желаю, чтобы было хорошее. И мы друг другу должны это желать. Мы на ненависти страну не построим. Мы на гадостях страну не построим. До речі, про ненависть, ці може бути тое, що яе нечакано викликає і нараджає. Все ж таки, я розумію, ви супраць вулічних акцій, ви супраць площі, і тому, я так розумію, що ви підтримуєте затрыманні удзельнікаў, скажем, вулічних акцій, які були вот апошні там тиждень. Але сказать честно. Але я просто удакладню. Ось ситуація з кореспондентом Радіо Свобода. Я думаю, вы добра про яе ведаеце, чыталі. Ці, скажем, шмат людзей, не шмат, скажем, асобныя людзі, якія патрапілі выпадкова, сапраўды, шоў чалавек з працы і патрапіў. Там і пра лекара гаварылі, і пра іншых людзей. І ўсё адно не прымаецца ніякіх доказаў, штраф, суткі і гэтак далей. Вот ваше стаўленне да этой ситуации. Если выпадково, надо извиниться.
Значит, и есть примеры, когда извиняются, и надо извиняться, не бояться. Я помню, там министр поехал перед инвалидом, насколько я знаю, извинился. И журналисты не должны страдать. Журналисты и вообще сторонник полной свободы слова для журналистов, они должны иметь возможность работать везде. Даже если нам взгляды журналистов не нравятся, пусть пишут. Потому что если никогда вот запретами какими-то мы ничего не решим. Ну, добре, Подождите, я не договорил. Ви ж не тільки депутат, ви ще довірений особа. Ви можете караємо сказати, що ви робите. Значит, я не договорил по улицам. А сейчас вторая часть моего ответа. Почему? Первое. Я возмущен тем, кто призывает молодых этих людей, 18-19 лет, через телеграм-каналы, причем сами хихикают, сидят в Польше и Литве. Приезжайте, опять же говорю, что вы такие пугливые? Вы призываете людей, а сами сидите, прячетесь дома или где-то еще. Подставляете их. Почему вы не зовете их на бангалоры в установленные места? Вот вчера позвали, собрались. Вот так должно быть, по большому счету. Только и там не призывайте на бангалор на улице. Второй момент. Я скажу простую фразу, которую я сейчас говорю людям. Во всех странах, где с улиц в таких случаях убрали силы правопорядка, крови пролилось в 2 раза больше. Не было такой страны. Убрал Янукович в 2014 году милицию или полицию, кто у них там. Это остановило кровь. В 100 раз больше крови. В Киргизии убрали кровь. В Грузии убрали кровь. Во всех странах, где силы правопорядка убирают с улицы, всегда кровь. Поэтому, да, что-то может быть, кто-то и будет, попал под эту вот ситуацию. Надо разбираться, где-то извиниться. Кого-то, может, и привлекли неправильно, и такое может быть. Но везде, где про силы правопорядка в таких ситуациях убирают с улицы, везде льется кровь. И виноваты в этом те, кто призывает людей идти туда. Призывайте на законные акции. Призывайте на 9 августа. Собирайте, программы забыли. Мне потом, вот люди, когда я снялся, многие, кстати, не понимали. Прошло вот несколько недель, я приезжаю в актовый зал, захожу к людям, сидят люди. А кому сейчас была бы интересна программа кандидатов Гайдукевича на президентских выборах? Люди смеются, я говорю, видите, что творится? Либо валим власть, либо не валим. Все, какие программы? Кто их читает? Кто будет читать программу Тихановской? Кто будет читать программу Цыпкала, Дмитриева и Черешня? Он и может наклеить у себя дома там на раковине и сам вычитывать. Сейчас об этом речи не идет. И мне это нравится? Нет. Выборы должны укреплять страну. Выборы должны делать нас сильнее. А мы делаем все, чтобы выйти с них ослабленными. Чтобы еще хуже стало. А дальше что? И еще раз повторюсь про улицу. Кто мечтает об улице, вы должны четко понять, что через полгода будет новая улица. А через полгода еще одна улица. Вы что думаете? Один уличный претендент рождает дальше. Что вы думаете, я смирюсь? Вот если, опять повторю, самый страшный сценарий, улица побеждает. Я в это, правда, не верю, это невозможно. И что вы думаете, мы будем сидеть, слушать вас? Вам можно улицу делать, нам можно делать улицу. Добре, ну все ж таки, от ви, як довірена особа керівника Білорусі, кандидата у президенти Лукашенки, який керівник Білорусі, як депутат парламента, ви можете нейким чином от у ситуації з тим же самим журналістом «Свободи» вирішити гэтую ситуацию? Давайте так, вы сказали, что я читал, я почитаю, обязательно изучу материалы, что пишут про ситуацию журналистов «Свободы». Я клянусь, что не знаю, не читал. Я бегал по регионам, то есть эту информацию я упустил. Я прочту все и обязательно сделаю свой вывод. И если я буду видеть, что я должен об этом сказать, я об этом обещаю, скажу. Значит, я изучу и почитаю. Но моя позиция, журналисты должны иметь возможность работать. Если где-то их задержали, надо извиниться и отпустить. По журналистам у меня позиция, но журналисты должны быть вне политики. Вот Змитер умеет же как-то, надо уметь, даже если взгляды другие, надо уметь быть беспристрастным. Это журналист для меня. Никакой политической не должно быть позиции. Это вот тогда у меня даже никаких вопросов не возникает. Я сторонник, чтобы журналистов везде аккредитовывали. Я сторонник, чтобы журналисты везде ходили, писали. Я не отказал за всю свою жизнь интервью ни одному журналисту, понимая одну вещь. Если я не дам интервью, вы напишите без моих слов. А надо общаться и доводить свою позицию. Это уже моя позиция как лидера партии и депутата. Поэтому здесь у меня свое мнение. Вернемся до ваших слов наконт программ, якія, вот, на жаль, ніхто не читає. Ну, вы читали, будете читать. Да никому не надо это.
А вы вот программу кандидата Лукашенко на гэтых выборах читали? Будет программа. Значит, я убежден, что в ближайшее время она будет опубликована. Это мое мнение. Еще раз повторюсь, я не Орда, руководитель инициативной группы. И я не обычное доверенное лицо. Я лидер партии, который сам претендовал и участвовал в выборах президентских. И повторюсь, когда я, значит, я очень горд, что президент услышал меня, вообще, то, о чем я говорю, предложил мне быть доверенным лицом. Это для меня возможность сейчас участвовать в политике, продолжать. А я обещал, что я с политики даже на выборах не уйду с этих выборов. Буду Александр Сергеевич сам, Александр Егорович сам вам позвонил и сказал: Олег Сергеевич, будешь моей доверенной особой? Ну, почему, значит, позвонил? Значит, это уже отдельный вопрос. Но я буду встречаться с президентом, если уже на то пошло. Значит, если уже на то пошло. Потому что я доверенное лицо, и такая возможность у доверенных лиц встретиться лично с президентом, она будет. Поэтому это так. Но то, что президент показал пример того, что нужно слышать разные точки зрения, а я человек, согласитесь, у меня и у Орды все-таки разная точка зрения на развитие страны. Так ведь? Так. И у Белой Руси, и у Либерально-демократической партии во многом очень разные взгляды на развитие страны. Но что сейчас нас всех должно объединять, мы должны не допустить уличных сценариев и не допустить так, чтобы в нашей стране стало хуже. И лозунг этот вот: любой ценой сменить президента — полная глупость. Любой ценой сделать жизнь в стране лучше. Вот какой лозунг должен быть у всех. Ну, я так разумею, что все ж таки Александр Лукашенко зараз, выступаючи перед рознымі людзьмі у межах выбарчай праграмы, у межах сустрэч як кіраўнік краіны, ён, агучваючы нейкія тэзісы, ён фактычна агучвае нейкія там часткі сваёй будучай праграмы, якую нават вы яшчэ пакуль не чулі. Тое, што вы чуеце, вас задавальняе, напрыклад, што ніякіх рэформ нам не трэба, што будзем как бы вот тое, што ёсць, стабільнасць і гэтак далей. Все вырывается с контекста. Я слышал президента лично. Речь не идет о том, что реформ не будет. Кстати, президент сам говорит о том, что реформы будут. Вопрос какие? Значит, которые нам навязывают, например, Международный валютный фонд, я сам их не поддерживаю, эти реформы. Потому что на сегодняшний день Украина провела все реформы, которые навязывали международные структуры. Это хороший пример. Люди это, кстати, когда встречаешься, они очень хорошо анализируют. Все было проведено. И чем еще Украина для меня сейчас хороший пример? Это для всех наших людей. Власть, сменяемость есть. Свобода слова полная. Реформы экономические проведены, которые требовала международные структуры. Все проведены. Даже землю продают. Лучше жизнь стала нет, хуже в 20 раз. Реформы будут. Второй момент. Вы можете меня, наверное, спросить сразу про женщины, там, которые в армии не служили и служили. Это была шутка. И, естественно, женщина имеет право баллотироваться на пост президента и будет баллотироваться. Значит, и женщина у нас, кстати, в армии. Я вчера разговаривал с нашим доверенным лицом, который представляет силовой блок. Он рассказал, сколько у нас женщин занимает, кстати, руководящие должности, в том числе и в силовых структурах. И женщина это, Наталья Ивановна Качана, он на большой должности, и женщина. И это было вырвано с контекста, на мой взгляд. То есть надо все-таки слышать полную речь. И второй момент, а почему меня должно все удовлетворять? Меня будет удовлетворять полностью, когда будет реализована программа Либерально-демократической партии. Но для этого я должен прийти к власти. Но добиваться того, чтобы какие-то пункты программы партии, они были реализованы в дальнейшем и сейчас, я буду. И это и есть политика. Но я никогда не буду ставить там собственные политические амбиции выше судьбы страны. Политика – это возможность в том числе и диалога, и компромисса, и отстаивания. Мы все должны этому учиться. Олег Сергеевич, вы, я ведаю, что проявили свое ставленне, скажем так, до развіцця беларускай мовы і культуры тым, што хаця бы у цяжкі час падтрымалі таварыства беларускай мовы фінансава. Тым не менш, усё ж таки, як вы лічыце, ці не варта на бліжэйшыя там 5 гадоў прэзідэнта, хто б ім не стаў, ўсё ж таки больш увагі надзяляць развіццю беларускай мовы, культуры і гэтак далей? Вот об этом мы должны с вами говорить. А мы, к сожалению, эти выборы, об этом не говорим вообще ни о чем. Мы должны говорить об экономике. Ведь ни один не говорит сейчас, что делать в экономике. И легких решений нет. И никто сейчас, если кто-то сейчас расскажет, что он там зарплату в 2 раза увеличит, это неправда будет. Никто не говорит о политических реформах конкретно. Говорят о новых выборах и изменении Конституции, возвращении к 1994 году. Чтобы мы опять цапались и не могли ни одна ветвь нормально работать. Вы задали вопрос о развитии национальной культуры и языка. Об этом надо тоже говорить. Только мы об этом сейчас не говорим.
Значит, мы говорим о том, валим мы власть, и будет все хорошо. Свалим, Ну, калі и вы разберемся. выканаеце сваё абяцанне, якое далі мне 10 гадоў таму, што загаворыце нарэшце па-беларуску? Мою позицию по белорусской мове вы ведаете, Змитер. Белорусская мова – это тое, что робить нас нацией. И я сторонник двуязычия, жесткий, всегда должно быть двуязычие. Никакого навязывания не должно быть. Но хорошие, положительные программы развития белорусского языка я всегда поддержу. Но только это все должно быть без навязывания и не расколоть страну. Вот и все. Но никогда я по-другому не думал. Олег Сергеевич, на жаль, трэба завяршаць, таму коротка на два пытання. Першае, ці будете вы удзельнічаць у дэбатах як прадстаўнік Александра Лукашэнкі? Чуть позже. Чуть позже будете удзельнічаць? Нет, мы скажем об этом. Смотрите, моя позиция, ну, вы знаете, я бы хотел участвовать во всех дебатах в стране и всегда не отказываюсь. Мнение президента по этому вопросу на сегодняшний день я не знаю, но буду знать. Значит, может быть, я не знаю, что по этому поводу думает президент, и поэтому, я думаю, мы к этому вернемся к вопросу чуть позже. Я сторонник, вы знаете, всегда, и не отказался ни от одних дебатов в жизни. Поэтому и Конопатская, вот что она там, Аня, возвращайся на дебаты. Ну что это такое? Ну приди, выскажи свою точку зрения. І яшчэ одна коротка. Вы выказалі сваё стаўленне да вулічных пратэстаў і плошчы, тым не менш, калі плошча ўсё ж таки будзе, выйдуць людзі гэтым разам, там, 10 жніўня ці 9, вы будете за тое, каб улады і сілавыя структуры рэагавалі на гэтую плошчу гэтак жа, як у 2010 годзе? Я бы очень хотел, чтобы, если бы я против площадей, вы знаете. Если люди выйдут, например, в рамках установленного закона на ту же площадь Бангалоры, что-то выскажут, какие-то пожелания, требования, это их право. Но если на таких площадях и улицах будет ставиться вопрос о том, чтобы власть менять на улице, чтобы меньшинство определяло, как жить большинству, а я вам скажу, знаете, что в регионах сейчас делают? Вишню собирают в Гомельской области. Хороший урожай вишни. Люди продают вишни, занимаются дачами, огородами. Люди жить хотят. Люди хотят спокойно ходить по улицам. И никому не нужны эти уличные сценарии. Поэтому, если будут попытки решения судьбы страны и власти через улицу, я всегда буду за закон, конституционный порядок и по-другому мыслить не буду. При этом я всегда сторонник разных точек зрения и возможности людей ее высказывать. Вот и вся моя позиция. Дякую вялікі. Я нагадаю, што ў нас у эфіры быў давераная асоба Александра Лукашэнкі, лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Олег Гайдукевич. Спадзяюся, што пачутае ў рэгіёнах вы сапраўды данясеце да кіраўніка Беларусі, не толькі данясеце, але ён пас пачуе і нешта ў адказ будзе зроблена. Прыслухаюцца да меркавання людзей. Олег Гайдукевич, Зміцер Лукашук, сумесны стрым, Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце, глядзіце нас.